Небесные лучи меж темных туч, они возникнут в трепетном сиянии, опущенные вдруг с высоких круч бесплотную опорой мироздания. Хрустальный храм из солнечных колонн восстанет над поверженным заливом. Весь до предела светом напоен, весь до конца в неведении счастливом. Вот облака содвинутся толпой, последний луч падет, подрезан птицей. Минутный храм над зыбкою водой исчезнет, чтоб уже не возродиться. Но чтоб потом, когда прихлынет стон, забрежить вдруг в задернутом сознании видением давним солнечных колонн, опорою души и мироздания. Именно такое ощущение погружения в зыбкость непостижимости красоты испытывают многие, кто попадает в место разделения и соединения времен. Это геолого-стратиграфический палеонтологический памятник природы Ашутас. Стратиграфия – такой раздел науки геологии, который изучает и прослеживает пространственные взаимоотношения и относительный возраст горных пород, чтобы установить последовательность событий геологической истории Земли. Среди равнин восточного Призайсанья, там, где струятся воды Черного Иртыша, возвышается протянувшийся на несколько километров горб стопки Ашутас. Северный склон ее пологий, а южный – крутой, обрывистый. Будто нож огромного бульдозера срезал часть горы, обнажив 100-метровой высоты обрывы из желтых и красноватых глин. У подножья горы отдельные места просто усыпаны прозрачными кристаллами и друзами гипса. Примечателен Ашутас наличием темных прослоек в глинах, содержащих остатки древней флоры третичного периода. Из отложений, состоящих из листьев, веточек, окаменевших кусочков древесины, учеными определены 79 видов листопадных и вечнозеленых субтропических растений, произраставших здесь более 25 миллионов лет назад. Причем 45 из них нигде более не найдены. Среди них метасеквойя, платан, бамбук, лещина, грецкий орех, дуб, бук, лавр, магнолия. Древнейшие растения, сменившие 200 миллионов лет назад древовидные папоротники и хвощи. Разные виды древних растений Ашутаса отражают смену климатических условий на этой территории в давно миновавшие эпохи от субтропических до теплоумеренных. Встречаются в отложениях и отпечатки обитавших здесь насекомых, термитов, бабочек, стрекоз. А в глинистых обрывах стопки киинкириш животных, носорогов, слонов, крокодилов. В связи с особой научной ценностью разреза 11 ноября 1982 года Ашутас объявлен геолого-палеонтологическим памятником природы, сохраняемой площадью в 2 гектара. Интересная современная флора Ашутаса. Многие представители ее дожили с древних времен до наших дней. Небольшими рощицами, образуя саванноподобный ландшафт, произрастает реликт третичного периода – тополь туранга, невысокое деревце с раскидистой кроной и извитыми ветвями. Целая плантация реликтового белого саксаула пескодрева создает экзотический экибано-пейзаж. От неприхотливой этой красоты замирает сердце. Правда, не у всех. Заросли саксаула с каждым годом редеют, подвергаясь варварским вырубкам. Лук дернистый – также редчайшее узкоэндемическое растение, произрастающее лишь в нескольких местах Зайсанской котловины. Считается, что численность этого оригинального лука без луковицы не превышает 1,5 миллиона экземпляров. Многие растения-пустынники Ашутаса занесены в Красную книгу Казахстана и требуют бережного отношения. Они оригинальны по форме и строению. Таков анабазис. У него нет листьев,
Их роль играют тонкие побеги, отрастающие весной. Фирула, за короткий период вырастающая до метровой высоты. Эремостахис или пустынноколосник, засыхающий на корню после цветения. Кустарник карагана. Столь же своеобразны и насекомые. Жук-златка-юлотка. Кандидат в списке редких исчезающих представителей фауны Восточного Казахстана. Пустынный бескрылый кузнечик. Анканотус, наполняющий пронзительным звоном тишину вечерних сумерек. В песках неожиданны, но случаются встречи и с более крупными животными. Лисица обыкновенная и пустынная лисичка корсак, волк и редчайшая центральноазиатская рысь, степной хорь и барсук, ушастый еж и хомячок Роборовского. Ашутас подарил за последние годы пытливым ученым мужам настоящие открытия. Так, например, весной 1999 года впервые за 100 лет сюда вернулись газели-джейраны, исчезнувшие в Зайсанской котловине еще в начале 20 века. У самых границ с Китаем среди песчаных барханов обитают два новых недавно обнаруженных в области вида ящурок – центральноазиатская и глазчатая. Как животные, имеющие в республике очень ограниченное распространение, оба вида занесены в Красную книгу Казахстана, так же как и хомячок Роборовского или песчаный хомячок, встречающийся только в песках по побережью Черного Иртыша. Нам удалось понаблюдать за зайцем талаем или песчаником, многочисленным юрким обитателем песков пустыни Айгыр-Кум. Вот и завершилась первая часть пути по бескрайним дорогам заповедных мест Восточного Казахстана. Бесспорно, многие из вас никогда не побывают в этих удивительных местах казахстанской природы. Но мы будем рады, если хоть отчасти вы прикоснулись к ее загадкам и тайнам и наметили себе конкретный маршрут в постижении красоты. Вашими гидами были Вячеслав Изразцов, автор проекта «Оператор», Юрий Зинченко, ученый-зоолог, фотохудожник-натуралист, Вера Лазарева, режиссер-журналист, Андрей Охотенко, режиссер монтажа, Людмила Заболоцкая, Евгений Курдаков, поэт-исследователь, лауреат Пушкинской премии. Текст читала Ольга Охотенко.